республике 94 случая заражения коронавирусной инфекцией за сутки. Информация о ПИД-обстановке. Для борьбы с шелкопрядом в Якутию приедут федеральные специалисты для защиты леса. Второй этап двухмесячника саночистки. В поселке Серебряный Бор идет уборка придворовых территорий. Здравствуйте! В эфире новости, в студии Юлия Великодная. За минувшие сутки в республике выявили 94 случая заражения коронавирусной инфекцией. Зафиксирован один летальный исход. В Якутске скончалась женщина 89 лет. У пациентки был ряд сопутствующих хронических заболеваний. 20 человек находятся в тяжелом состоянии, 474 человека переносят заболевание бессимптомно и находятся на амбулаторном лечении. На контроле остаются 1959 контактных, из них 221 в обсерваторах и 1735 человек в самоизоляции дома. Еще 507 человек находятся в обсерваторах, как прибывшие из других регионов. За последние сутки зарегистрировано 94 случая новой коронавирусной инфекции, в том числе в городе Якутске 60. 19 случаев зарегистрировано в Ленском районе, 7 в Намском, по 3 случая в Мегино-Кангаласском и Мирницком районах и 2 случая в Алданском районе. По республике, если говорить, то за последнюю неделю количество зарегистрированных случаев со 114 снизилось до 94, то есть небольшое снижение на 17%. И в городе Якутске максимальное количество было на прошлой неделе 95, но на сегодняшний день мы говорим о 60 новых случаях. Коэффициент распространенности поэтому у нас по республике снизился с 1,2 до 0,9. Но для снижения и стабилизации ситуации нам необходимо как минимум еще неделю продержаться либо на этом уровне, еще лучше, если у нас пойдет постепенное снижение. О ситуации в Алдане расскажет наш корреспондент Руслан Павлов. Ситуация с ковид в Алданском районе продолжает развиваться. Положительную динамику дают локальные очаги. В основном это вахтовые поселки производственных предприятий района. Но есть и единичные случаи в населенных пунктах. Оперативную информацию доложит главный санитарный врач Алданского района Алексей Селютин. Алексей Викторович, какова ситуация на сегодня у нас? На сегодняшний день у нас зарегистрировано с момента начала регистрации 115 случаев новой коронавирусной инфекции, из них 5 за прошедшие сутки. 2 положительных результата – это жители города Томот, один – это приезжие для осуществления вахтовой работы поселок Нижний Куранах, остальные – это, получается, работники вахтовых поселков промышленных предприятий. Обсерваторы и провизорные у нас практически под завязку заполнены. Что дальше? На сегодняшний день в Алданском районе может функционировать 5 обсерваторов, а забит только 1, то есть резервы у нас более чем большие. Да. А на сегодняшний день есть провизорное отделение 25 коек, которые могут также быть расширены. Провизорное отделение, оно быстро диагностируется, и люди переводятся в другие отделения по факту получения результатов на тестирование. То есть результаты и положительная динамика, она пока будет сохраняться? На сегодняшний день, да, оснований полагать, что мы не будем получать больше положительных результатов, нету. Идет серьезная работа с вахтовыми поселками, где проводится уже организация развертывания стационарных отделений для лечения легких и бессимптомных форм ковид на месте. Такая ситуация у нас на сегодня, мы следим за ее развитием. Дезинфекцию общественных мест проводят в населенных пунктах Хангаласского улуса. Обрабатываются парки, скверы, автобусные остановки и детские площадки, рассказывает Виолетта Засимова. Режим полной самоизоляции продолжает действовать на территории города Покровска, где проживает почти 10 тысяч человек. Дезинфекцией общественных пространств администрация Покровска занимается с прошлой недели. К этой деятельности привлекает собственных сотрудников. Как правило, на санобработку выходят по 2 человека. Их оснащают спецодеждой, средствами для защиты органов дыхания и глаз, а также ранцевым опрыскивателем с хлорсодержащим раствором. Особое внимание уделяется нашему парку. В связи с большим количеством людей здесь, скверам, автобусным остановкам.
В Актемском Наслеге, на территории которого находится единственный в Улусе обсерватор для контактных лиц, и за весь период коронавирус нашли у 5 сельчан, к дезинфекции общественных мест относятся более чем серьезно. 2-3 раза в неделю 3 сотрудника наслежной администрации обрабатывают скверы, автобусные остановки, детские площадки, наружные поверхности зданий. Обработка длится после обеда с 2 часов примерно до 4 часов. 2 часа. После этого мы выходим после работы в 7 часов где-то так и проводим где-то час дезинфекцию детских площадок. Дезинфицирующими средствами муниципальное образование обеспечивает оперативный штаб Улуса по противодействию распространения коронавирусной инфекции. Отметим, что не все муниципальные образования обеззараживают свои общественные места. Помимо города Покровска и Актемского Наслега, санитарную обработку проводят также поселки Махсагалох, Верхний Бестях, Наслега Немигюнский и Качкатский. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский Улус. В клинике Северо-Восточного федерального университета начали брать анализы крови на антитела COVID-19 2 классов М и G. Тестирование может пройти любой желающий. Где еще можно сдать анализы, сколько стоит и насколько достоверно, узнавала Ульяна Шагина. Будет немножко неприятно. На кадрах пациент сдает ПЦР-тестирование на коронавирус. Полимерная цепная реакция – метод, который позволяет выявить присутствие COVID-19 в вашем организме. Обычно такой метод посредством взятия мазка из носа и ротоглотки применяется в больницах, а также тогда, когда вы уже с симптомами ОРВИ вызываете врача на дом. Кроме того, существует еще 2 вида анализов. ИФА – иммуноферментный анализ. Его делают только в лаборатории. И ИХА – иммунохроматографический анализ. Это тест-полоска или кассета, на которую наносят каплю крови. Все эти 3 вида анализов сегодня можно сдать в Республиканской клинической больнице номер 3. Достоверность этого анализа, иммуноферментного анализа, примерно 70%. ИХА-диагностика, достоверность ниже. Но скорость быстрее. ПЦР-анализ, достоверность менее 90%. У вас есть всегда выбор, где вы можете сдать. Готовность будет зависеть не только от вида выбранного теста, но и от количества желающих. Обычно от 1 до нескольких дней. Нужно понимать, что сама процедура забора анализа, а далее и лабораторного исследования каждого из них – процедура сложная. Республика сегодня делает все возможное, чтобы сократить это время. Что касается анализов, постараемся, чтобы они уже быстрились, и как можно быстрее люди получали свой результат. Но необходимо обратить внимание для того, чтобы все понимали, сама по себе процедура, очень часто задают вопрос, почему же так долго делается анализ, потому что сама по себе процедура занимает от 4 до 7 часов. Начиная от, соответственно, переодевания наших лаборантов, наверное, тоже один из самых тяжелейших трудов, и заканчивая непосредственно уже выходом, в том числе из лаборатории. К примеру, в Якутске сегодня ИФА-тест делают не только в государственных поликлиниках, но и в частных. Медлайн одна из первых начала проводить подобный иммуноферментный анализ на наличие вируса. ИФА-тест – это анализ крови, причем сразу берется 2 класса – М и G. Иммуноглобулин G показывает, человек переболел или нет. Иммуноглобулин М показывает острый процесс. Если положительный анализ, то для подтверждения направляем на ПЦР, Роспотребнадзор. За собственное спокойствие, конечно же, придется заплатить. Цена за все 3 вида анализов варьируется в пределах 1500. ИФА-скрининг уже стал довольно популярен. Среди горожан примерно 200 человек приходят только в одну клинику ежедневно для того, чтобы убедиться, есть ли в их организме антитела к коронавирусу. Запись идет на 2 недели вперед. Причем нужно учитывать, что COVID-19 до сих пор до конца не изучен. И нет никакой гарантии, что если даже у вас выявят эти самые антитела, вы не заболеете повторно. ИФА-тестирование теперь появилось и в клинике СВФУ. Условия для приема населения для всех клиник одинаковые и предельно строги. Главная задача – предостеречь людей от заражения. Забор крови у нас в клинике проводится в специально отведенном месте с отдельным входом.
После каждого пациента процедурно дезинфицируется. В Москве массовое тестирование горожан на антитела началось еще в середине мая. Такие данные в динамике позволят выявить общую картину так называемого популяционного иммунитета. Увидеть, сколько человек уже переболело и какой сформирован коллективный иммунитет. В Якутске такой метод только начинает набирать популярность, но в ближайшее время появится во всех районах. Ульяна Шагина, Владимир Борисов, Якутск. Президент России Владимир Путин одобрил предложение главы МЧС России Евгения Зиничева о введении режима чрезвычайной ситуации федерального уровня в связи с разливом дизельного топлива в Норильске. Глава государства также попросил как можно быстрее организовать работу, связанную с предотвращением дальнейших негативных влияний на окружающую среду, и решить вопрос утилизации собираемых нефтяных продуктов. Президента также возмутила ситуация, что органы власти узнали о произошедшем только через 2 дня. Напомню, в пятницу 29 мая на территории ТЭЦ-3 легковой автомобиль врезался в резервуар для хранения дизельного топлива, в результате чего случилась разгерметизация. Произошел пожар на общей площади 350 квадратных метров. Ему был присвоен 2-й ранг опасности. Пострадавших и погибших в ходе инцидента не было. ТЭЦ-3 принадлежит Норильско-Таймырской энергетической компании, входящей в группу Норникеля. 2 июня в Норильске был введен режим чрезвычайной ситуации. В Якутию приедут федеральные специалисты для борьбы с шелкопрядом. Федеральный штаб рекомендовано Минэкологии Якутии закончить обследование территории возникновения вредителя леса, подготовить отчеты, направить в оперштаб для принятия решений. На данном этапе предварительно решено направить в республику специальную группу в составе специалистов Рослесхоза и Рослесзащиты для определения объемов работ по защите леса и способов борьбы с вредителем. 6 природных пожаров общей площадью 21 тысяча гектаров действуют на территории республики. С начала пожароопасного сезона в Якутии зарегистрировано 76 пожаров. За минувшие сутки на тушение привлечено 84 человека и 23 единицы техники. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет. Купальный сезон официально не открыт, но людей на городском пляже это не останавливает. Сотрудники ГИМС провели рейд на территории городского пляжа Якутска. Проводятся подготовительные работы к летнему сезону. В ходе рейда проведены профилактические беседы. Горожанам рассказали о последствиях купания в непредназначенных для этого местах. Также напомнили правила поведения на воде родителям, об обязанности контроля за детьми, особенно вблизи водоемов. Сегодня нами на территории 202 микрорайона проведена разъяснительная профилактическая беседа с гражданами, так как граждане приходят отдыхать сюда со своими детьми. Призвали их не оставлять детей без присмотра, поэтому это важное правило всем взрослым уяснить то, что нельзя оставлять детей без присмотра, необходимо осуществлять постоянный контроль за ними, отбросить все свои гаджеты, журналы и все свое внимание уделить детям. Поправки в Конституцию, которые вынесены на общероссийское голосование, зададут новый вектор развития законодательства. В первую очередь будут развиваться отрасли, ориентированные на человека, укрепляющие в том числе социальные гарантии. Об этом рассказала директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России Талия Хабриева. Как она отметила, хотя поправки в Конституцию еще только предстоит принять на общероссийском голосовании, они фактически уже оказывают влияние на развитие законодательства России. Классифицированные гостиницы получат право на налоговую отсрочку. Постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Владельцы отелей смогут продлить на 6 месяцев сроки уплаты налога на прибыль за 2019 год, на 3 месяца налога на доходы физических лиц за 2019 год, а также получить другие отсрочки. Налоги, начисленные за этот период, предприниматели смогут выплачивать ежемесячными платежами в течение года. Как ожидается, такая мера позволит воспользоваться отсрочкой дополнительно более 1500 российских гостиниц.
В Среднеколымском районе ведется работа по переселению села Березовка на незатопляемую территорию. Село является местом компактного проживания эвенов – 400 человек. Глава Якутии С. Николай в ходе рабочей командировки в Среднеколымский район лично ознакомился с ходом работ. На возвышенном участке, выбранном для переселения жителей Березовки, построены школа, двухквартирные жилые дома, куда в первую очередь были переселены граждане, проживавшие в низменных участках села. В этом году на новом участке продолжается строительство социальных объектов, жилых домов, объектов коммунальной инфраструктуры, фельдшерско-акушерского пункта, а также обустройство внутрипоселковых дорог. Кроме того, в 2019 году здесь была построена электростанция, а в этом году начнется строительство квартальной котельной. В социальных сетях распространяется информация о том, что в связи с пандемией зоопарк «Артудайду» терпит финансовое бедствие. Однако, как отмечает пресс-служба Минэкологии, открытие вкладки «Оказать помощь» на сайте не означает, что зоопарк терпит бедствие. Зоопарк живет и работает по заранее намеченному плану. Якутский зоопарк является бюджетным учреждением, а значит, бюджетное финансирование поступает на заработную плату сотрудникам, основные виды кормов и другие важные статьи расходов. Также на содержание учреждения идут и средства, поступающие от продажи входных билетов. В Минэкологии отметили, что самочувствие животных зоопарка отличное, а также, что зоопарки всего мира всегда принимали пожертвования как социально направленные учреждения. В поселке Серебряный Бор, начиная с апреля, ведется уборка придворовых территорий. В настоящее время администрация муниципалитета совместно с управляющими компаниями в рамках двухмесячника начали второй этап уборки. Тамара Игнатьева с подробностями. Поселок Серебряный Бор – энергетический центр Южной Якутии. Встречает лето генеральной уборкой. Хотя объявленный в районе режим самоизоляции не позволяет организовать массовые субботники, но серебряноборцы нашли выход. Администрация очень хорошее финансирование осуществляет. Мы организуем все это, весь штат управляющей компании. Весь штат администрации вышел на уборку поселка. И дополнительно привлечены 15 человек с города. Попросили мы помощи у людей. И сейчас на сегодняшний день порядка 30 человек ходят по поселку, убирают. В прошлом году в рамках программы поддержки местных инициатив администрация поселка заключила муниципальный контракт на установку крытых площадок для сбора мусора. А региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами МУП-переработчик должен был установить в них контейнеры, пластмассовые на колесах, чего он по непонятным причинам до сих пор не сделал. Уважаемые жители поселка Серебряный Бор, большая просьба. В те площадки, которые установлены, крытые для сбора мусора в дальнейшем, и в которых сейчас еще нету контейнеров, не складируйте мусор, не организуйте эти несанкционированные свалки. Это же наш поселок, и разводить такую грязь, зачем? Мы же сами потом здесь взад-вперед ходим, наши дети здесь бегают, наши собаки это растаскивают. Поэтому я к вам обращаюсь, потерпите еще немного, установим контейнеры нормальные, начнем эксплуатировать данные площадки, и тогда уже будете туда складировать мусор. Параллельно с уборкой территории поселка ведется работа по благоустройству придомовых территорий. Рекультивацию помогает делать компания «Краснодар-Газстрой», которая на своих машинах доставляет свежий грунт. Так как у нас застройщик до конца не выполнил свои обязанности, приходится совместно с администрацией поселка Серебряный Бор выполнять эти функции. Здесь можно будет уже и деревья сажать, и так далее. Я думаю, это, скорее всего, уже на следующий год. Несмотря на ограничительные меры, жители тоже выходят убирать дворы своих домов, облагораживают их, высаживают цветы. Таким образом, общими усилиями поселок Серебряный Бор приводится в порядок, приобретает летний нарядный вид. Тамара Игнатьева, Захар Головин, Нерингри. Оставайтесь с нами, мы следим за развитием событий.